О чем думали эти экстремалы, когда заехали на охраняемую территорию, причем без какого-либо разрешения, можно лишь догадываться. Но если бы не эти кадры, то проверки, устроенные следственными органами, могло бы и не быть. Представители природного заповедника сообщили, что несколько машин, джипов из разных регионов страны без разрешения заехали на территорию природного парка. Здесь они устроили гонки, в результате причинив ущерб природе. На кадрах видно, как так называемые туристы прокладывают дорогу для своих джипов из распиленных деревьев, да еще и с бортевыми ульями. Это когда пчелы живут в бревне. Судя по автомобильным госномерам, горячие парни приехали из Оренбургской, Кемеровской областей и нашей республики. Организатор несанкционированного пробега – уроженец Самары. Была бы техника цела, бабок много. Понимаете, у нас есть руководитель группы. Я как бы лицо второстепенное, но в Шульганташе мы не были. Квартал 46-й, заповедника Шульганташ, урочище Булява называется. У них одна машина там забуксовала, а вторая просто выпендривалась, нарезала, демонстрируя свои возможности. Они там примерно полгектара истоптали просто так. Почти 200 тысяч рублей ущерба дикой природе насчитали сотрудники парка. И это только стоимость дрифта по заповедной поляне. Компенсировать добровольно такой рекордный ущерб эти туристы вряд ли станут. Поэтому с нарушителями покоя в заповеднике придется встретиться в суде. История до боли знакомая и нашей республике. Вот так, например, выглядит дорога на Мань-Пупынер, которую туристы-нелегалы протоптали со стороны Свердловской области. Территория хоть и не относится к нашему Печора-Илычскому заповеднику, но это уже Республика Коми. От ежеминутного нашествия весьма ранимая. Северная природа будет восстанавливаться десятки лет. Будет только хуже. Видите, начинается водная эрозия, земля смывается вся вниз. И остаются вот такие вот жуткие канавы. А к чему они в дальнейшем могут привести? Они в дальнейшем привести к оврагам, начнет разрабатываться этот склон. Ага. Смывается почва, смываются деревья. Отметим, что официальная дорога к седьмому чуду света России закрыта. А защищать покой заповедника уже второй год подряд приходится военизированной охране. Но, увы, не подступы к ней. Евгений Ершов, телеканал Юрган.